ko'chamiz. Hozir so'zni Iroq Shamilovga beramiz. Iroq Shamilovning o'rnidagi bitim Ma'arif idorasi informatsion metodik bo'lakning demak qilgan metodisti. Iroq Shamilov so'z sizga. Qadrli kollegalar, qonaqlar, sizga o'ngishlar tilayman. Bugun birinchi kanikul kuni. Bizni yosh qutshaytari yig'lavalarga va xatiy ko'chirdilar. Siz ishlarga keldingiz, bular shunday ko'ramiz o'zlaringizdan. Lekin rast keldingiz qonaqqa, bitta bundan nazar ketdik ekan deb ketmas uchun biz sizlar bugun silab keltirayapmiz. Бик сада татарча сидерга, рамират жидерчик. Итак, сегодня в условиях очень нестабильной ситуации в образовании, в связи с тем, что мы еще не поняли вкуса федеральных государственных стандартов, вот там сразу ввели обновленные стандарты. И сразу остро стал вопрос о двух понятиях. Рабочая программа воспитания, вы все понимаете здесь, с чем это, да? И второй вопрос, что мы оказались по результатам, по образовательным результатам в рейтинге международном на 35-м, на 46-м месте порядок предметов. Правда, сын мне всегда говорит: мама, а кто судьи? А кто нас оценивает? Советская система образования всегда была самой лучшей. Наши учебники были переведены во многих странах. Многие заканчивали наши университеты и заканчивали аспирантуры и работают во всех странах мира. Наши выдающиеся ученые возглавляют лаборатории Америки, Канады, Франции и Германии. Тем не менее, задача на государственном уровне поставлена. Вторая проблема – отток педагогических кадров. Правда, я очень порадовалась, когда в августе была спикером августовской конференции в Чувашии. Вот в одной из школ 20 первых начальных классов. 20 начальных. Я спросила учителя, что в 3 смены работают. Потому что у нас большая проблема. Они сказали: нет. Чебоксарский педагогический институт обеспечивает всеми кадрами. Это большая редкость, потому что многие очень регионы, вы, наверное, читали статистические отчеты Министерства просвещения Российской Федерации, многие регионы без педагогических кадров. Это огромная проблема. И на фоне конкуренции, как открытые онлайн-школы, родители переходят на семейное обучение для того, чтобы получить качественное образование. Отток молодых педагогов. Всегда была система распределения и прикрепления после окончания педагогического института. 3 года педагоги должны были отработать. Сегодня такого закона нет, поэтому вот это вот движение, миграция кадров, она очень большая во всех регионах. Тем не менее, давайте посмотрим, какие проблемы сегодня стоят. И моя, наверное, задача вас познакомить, хотя прекрасно опыт Самарской области, Саратова. Я встречаюсь с вашими управленческими кадрами на российских конференциях, где провожу тренинги и читаю очень много ваших достижений, с сайтами ваших школ знакомлюсь. В каждом регионе есть что посмотреть. Но тем не менее, давайте под другим ракурсом поставим. Когда было взаимообучение городов, многие подключались, регионы, я выступала с системой наставничества, которая у нас дает определенные результаты, и как мы ведем эту работу в городе Казани. Однако сегодня наставничество я хочу представить в несколько другом аспекте. Итак, будущее уже наступило, мы не можем направить ветер, но можем развернуть паруса. Как же мы сегодня ответим на те вызовы, которые есть в глобальном, в мировом и национальном образовании? Изменилось понимание профессионализма современного педагога. Складывается понимание, что от педагогического работника ожидают такое же качество услуг, как я всегда говорю, от банно-прачечного тресна. Потому что мы с вами стали обслуживающим персоналом. И не случайно обращение призера Всероссийского конкурса «Учитель года» к президенту Путину с просьбой убрать это слово. Мы не можем быть услугой, если услуга
Отсюда такое же отношение родителей к получению услуг. Образование всегда было идеологической платформой, которая обеспечивала статус государства. И все какие-либо политические тенденции, они, наверное, не должны касаться школы. Потому что школа – это святилище, это знание, это духовность, это наше будущее поколение. Люди, которые с нами будут общаться, когда мы с вами будем в старшем возрасте. Я уже в таком. Второе. Складывается сегодня более широкое видение педагогической, преподавательской деятельности, и сегодня предъявляется полифункциональность педагогу, который может совмещать в своей профессиональной деятельности ряд трудовых функций, до сих пор для него совершенно не присущих. Итак, стабильное качество преподавания – самый важный фактор, но оно отсутствует в большинстве систем. Вы знаете, что такие понятия, как Рособорнадзор, отсутствуют во многих странах, что учитель имеет право работать по своей программе. Самое главное для учителя, который оценивается на Западе, это то качество результатов, которые он выдал в конце учебного года. Нет единой системы, нет стандарта, множество вариативных программ, множество возможностей у школы представить родителям. И, например, когда ученик с родителем приходит в школу, в американской системе так было, 322 программы рабочие, то есть учебных планов, представляет администрация школы. Выбирай любой учебный план. Конечно, мы к этому совершенно не готовы. Мы работаем в другой системе. Что лучше, что хорошо, мне трудно сказать, потому что всегда надо учитывать ментальную модель той страны, в которой мы с вами живем. Вот результаты международных исследований вы знаете. Они свидетельствуют о том, что ни один фактор, ни объем средств, ни размер страны, ни показатели равенства не дали такой жесткой корреляции с результатами учащихся, как качество преподавательских кадров. Кадры решают все. Этот тезис известен. Стратегия инновационного развития Российской Федерации, федеральные государственные стандарты, обновленные стандарты, профстандарт педагога и проект профстандарта руководителя, который так, в общем-то, и не принят, да, определили компетенции инновационной деятельности. Способность и готовность к непрерывному обучению, мы сегодня знаем, что это первые требования к учителю. Это способность к критическому мышлению и разумному риску, креативность и предприимчивость, умение работать самостоятельно, готовность к работе в команде и высокая конкурентной среде. Но вы понимаете, что вот характерно, сколько я уже инновационной деятельностью занимаюсь с 2007 года, когда была приглашена министром нашего образования Республики Татарстан. То есть наш начальник управления стал министром, Ильсур Гараевич Кадиулин. И он попросил меня заняться инновационной деятельностью, потому что был большой опыт, 25 лет работы заучем и руководителем школы-экспериментатор. И все инновационные проекты как-то уже 25 лет шли через меня. И вот посмотрите, мы произносим сегодня очень много слов. Директора все выезжают в Москву на тренинги, команда образования, ЕС, у всех фотографии, там проекты. Но если вот реально посмотреть, какой из этих проектов реализован в Российской Федерации, я вам скажу, ни одного. Наши тоже обучались. Турция, Сингапур, Финляндия, Канада, Англия и так далее. Я все время задаю вопрос, в чем дело? Эта стажировка превращается в туристический вояж. Но на ней идея не пытается, то есть ни одну идею не пытаются реализовать. Боятся, не могут, потому что не все услышанное человек сразу может реализовать в своей жизни. И вот здесь вот мне на помощь
И все говорят, личность ориентированная. Начинаешь копать глубже, глаза испуганные, ни личность, ни ориентация, все исчезает. Мы с вами научились произносить умные слова. Сейчас попытаемся с вами разобраться. И вот это личность ориентированное взрослое, образование взрослых, которое сегодня связано с новым термином, который вводит Академия просвещения Российской Федерации, индивидуальный образовательный маршрут, ИОМ. Вопрос, если 115 учителей, на каждого кто должен построить индивидуальный образовательный маршрут? Сам. А готов ли он, нужен ли ему это? Нет. Зауч, Господи, еще прибавили работу, говорит, да? Вот. И поэтому все очень многие, очень умные термины, столько умных книг сейчас написано, все где-то висит на уровне галактики. Но для этого надо иметь, чтобы нам дали диагностики, которые очень объективно дают картину человека, чтобы дали нам трафарет, как выстраивается эта дорожная карта, и чтобы не мы диагностировали, а кто-то диагностировал. Но для этого сейчас при Институте повышения квалификации открытые центры профессионального развития, центры компетенции, оценки. У нас много сейчас таких структур открыто, где постоянно диагностируют учителей. Опять-таки вопрос эффективности. Сколько диагностируют? Для чего диагностируют? Кому результат этой диагностики попадает? Самому только учителю закрытая информация. Но она у него тогда и остается закрытой. Она должна, эта аналитика, попадать в руки, прежде всего, управленческой команды. И, наконец, готовность управленческой команды действовать в таком режиме. Я часто обучала заучей, думаю, что сначала только заучей надо обучать. Они говорили, ой, мы уходим такие вдохновленные, приходит директор, говорит, так, будешь работать со мной. Так я веду. Ну, это понятно. Разная степень управления есть. И поэтому у нас стала задача сегодня. С 2018 года мы работаем только с управленческими командами. Не отдельно, а директор и его команда. Да, это осложнило работу методической службы, потому что на семинарах сидят по 153 человека. На практику приходится делить это. То есть это нагрузка прежде всего на методистов-тренера для того, чтобы отработать все практические навыки. И, наконец, третий путь, по которому мы еще с вами пошли. Потому что не каждый методист может быть тренером, согласитесь. Методистов тоже никто не готовит. В свое время методистами брали самых опытных учителей, которые были руководителями районных методобъединений, опытных заучей. Сейчас у методистов молоденькие девочки, кто порой не смог в школе поработать. У нас вот этих вот артефактов очень мало. И вот третий путь. Переобучение всего коллектива в соответствии с передовыми мировыми практиками в формате практикумов тренингов с последующим мониторингом эффективности обучения на рабочих местах. Нагрузка большая. У нас учителя русского языка имеют нагрузку до 45 часов. Учителей нет, старших поколений уходит, а молодежь выпускается вот на таких интегрированных факультетах. Русско-татарский, татарско-английское отделение. Понимаете, сначала выпускали чисто учителей русского языка. Вот этот симбиоз ради полилингвального обучения, он, к сожалению, потерял качество. Потерял качество. Конечно, спокойно переходим. И на турецкий язык, на немецкий язык, если человек знает, да, но таких полилингвалов, которые свободно работают на 2-3 языках, их пока еще очень мало в государственном масштабе. И вот ответы на современные вызовы. Первое. Профессиональный рост учителя. Построение непрерывного образования человека, образование через всю жизнь. Как это делать, какая должна быть модель. И наличие эффективных профессиональных команд. И вот теперь мы смотрим на ступеньки роста. Наставничество. Как всегда было наставничество. Самый опытный учитель наставляет молодого, показывает рабочие программы, время есть, в одну смену работаю или в 2 смены, иду к нему на урок, все понятно. Сейчас такого видения нет. Итак, есть ментор. Кто такой ментор-наставник? Делай, как я. Что вот в вашем положении может делать ментор? Вот с вами. Ментор. Как разработать рабочую программу? Как издать локальный акт? Как его сделать? Потому что сегодня
локальные акты, вот 2 локальных акта требуют обязательной актуализации. Первое. Модернизация методического сервиса образовательного учреждения в соответствии с госзаказом. Каким? Обучить учителей, как разрабатывать, как учить детей функциональной грамотности, как реализовывать рабочие программы воспитания. Правильно? Вот две такие проблемные зоны в обновленных стандартах. И как с сентября месяца массово пойти на правильном уровне работать. И вот ментор говорит, что должно быть. Делай как я. Второе – это тьютер. Тьютер, который говорит, как возможно. Так, например, источником информации является рассказ учителя, учебник, веб-страницы, дополнительный раздаточный материал, презентации и так далее, и так далее. Он говорит, да, ты права, можно использовать это материал, но ведь еще можно вот это подключить, правильно? А если мы берем все уровни функциональной грамотности, вы знаете, там включение сейчас диаграмм, каких-то стат данных, табличная форма, преобразование вордовских документов и так далее, и так далее. Учитель должен быть к этому готов. Что использует на уроке учитель? Сплошные тексты, не сплошные тексты, множественные. Это ответ на вопрос, как развивать функциональную грамотность. Это работает тьютер. Он дает вариативность. То есть он с учителем вступает в диалог, как можно. То есть у тьютера гораздо больший набор практик, которые он может с учителем обсуждать. Но ведь в коллективе бывают люди, которые сопротивляются. Я и так опытный учитель, не нужно мне ваше нововведение. Я их называю козявками педагогическими. Но я директорам всегда говорю, есть прекрасный способ. Коуч – это психолог. И есть такая технология Уитмара, коуч. Ты не анализируешь учителю, что плохо, что у тебя хорошо. Ты с ним разговариваешь о жизни. А в конце он сам понимает, какая же у него проблема. Да, сейчас очень много пожилых. Можно легко сделать, закрыть дверь, избавиться. Вопрос, готовили ли все остальное поколение вести эту работу и давать качество. Я всегда, многих пенсионеров, все, я последний год в школе работаю, все, я устала, я ухожу. Да никуда она не уйдет. Но она не хочет ничего делать сейчас, да? В этом случае разговор должен быть тет-а-тет. Если директор сам является психологом и хорошо знает психологические характеристики, или в коллективе есть человек, которого все уважают, и он действительно человек с жизненным опытом, он вступает в диалог с этим человеком и говорит, ты знаешь, мы настолько тебя ценим, тобой столько сделано для нашей школы. И если ты уйдешь, мы, конечно, принимаем твой выбор, но нам будет очень жалко, потому что молодежь еще может у тебя многому поучиться. И потом я ведь знаю, ты помогаешь семье, мы переходим на личность, да? И понимаем ведь, что мы все понимаем. И что ты устала? Давай так, ты отдохнешь и подумаешь. Мы рады будем тебя встретить. Но! Нет, я говорю сейчас всем. Я говорю всем. Но! Вы говорите, школа у нас идет сейчас на создание нового имиджа. Мы хотим стать лабораторией офисного проектирования. И нам опыт твой понадобится, но для этого нам нужно поучиться. И вот дальше делай выбор. Отпустите человека. Не надо, нет, ты будешь с нами работать. Это породит только агрессию. Пусть она походит, поворчит, характер покажет. Ну как мы женщины с мужьями, да? Поворчать, потом опять ласковые. Так вот, она в стороне, но вы с другими показываете семинар. Она со стороны смотрит. Она же понимает, что она не у дела, правильно, да? И она обязательно придет. Это практический шаг для директора школы. Мы это опробировали, и, знаете, потом приходит и говорит, все ведь правильно говорила, да вот характер у меня такой поганый. Но потом все равно остается. Это люди. Мы не работаем с чистым листом, мы работаем с людьми с разными проблемами, с разным психологическим состоянием, физическим состоянием. Но если мы будем разбрасываться людьми, нашей российской школы не останется. Итак, коуч понятно. Это совершенно разные технологии.
А дальше кто? А дальше есть еще люди. Итак, у нас модель профессионального труда. Есть профессиональная адаптация молодежи и есть профессиональное развитие. И вот таких людей, которые сами очень много читают, очень мало. Они жить, торопятся и чувствовать спешат. И вот наш методический сервис, как стратегический ресурс развития образования, начал строиться с биг-датой. Что такое биг-дата сегодня? Все спикеры Московской высшей школы экономики говорят о том, что нет управления без биг-даты. Это данные. Когда вы начинаете готовить пирог, вы делаете ревизию на кухне. Свежая ли мука, свежие ли яйца, есть ли у меня дрожжи и так далее. Так вот, это педагогика образования, то же самое. Смотрите. Мы проверили готовность к инновационной деятельности, а закон образования говорит, что все должны заниматься инновационной деятельностью. Мы провели опрос как управленцев, так и учителей. И получается 100% все хотят. Начинаешь копаться, не могут, не знают и так далее. Но хотят. Значит, мы исходим из того, что мотивация высокая. Правильно? Далее. Мы проверяем уровень сформированности предметных компетенций учителей. На основе чего? Вот говорит закон образования, что методистам нельзя выходить на контроль. Да, это прерогатива директора школы. Но есть такое очень хитрое слово – мониторинг. И мониторинг мы должны проводить. Мы можем это делать через учебную документацию учителей. Мы это можем делать через знакомство с учителем на уроке. Мы можем знакомиться, увидеть уровень предметной компетенции во время самоанализа, во время конкурсного движения. То есть очень много, очень большой формат. Мы можем это сделать во время педагогических игр, когда команды состязаются, потому что есть вопросы на предметной компетенции. Итак, технологическая карта урока, конспекты уроков, конкурсные занятия, анализ урочных и неурочных занятий. Дальше, в связи с тем, что 2 года мы обучались в Канаде, в Центре развития компетенций «Учись учиться». Это была первая программа с господином Рудиком, учеником Мирзы Исмаиловича Махмутова, который в Канаде открыл вот такую лабораторию. Обучалось у нас всего 15 человек, методисты и несколько завучей школ. Далее 3 года проект был инициирован президентом нашей республики и Сингапурской школы «Эдюкер». Мы 3 года обучали все педагогические коллективы по субботам и по воскресеньям, по 6 часов. Преобразование преподавания в 21 веке. Первая программа была на коммуникации и сотрудничество. 4К компетенции, вы знаете сейчас этот термин, да? Так вот, коммуникация, кооперация, критическое мышление, креативное мышление, да? 4К. Вот первые 2К мы прошли в первый год обучения. Второй год обучения это было развитие критического мышления. Нам давали техники и приемы, и упражнения. И 3-й год обучения это развитие креативного мышления. Если в первый год у нас обучили 100% педагогических коллективов, второй год 70%, потому что мы увидели, есть неподготовленные школы к восприятию нового. И тогда мы взяли лицеи, гимназии и по заявкам директоров массовых школ, где была высокая мотивация. И 3-й пошло немножко тяжелее. Почему? Первый год сингапурцы обучали на английском языке. Естественно, не все знают английский. У нас коучами стали учителя английского языка, которые были обучены. Когда дело дошло до нас, до методистов, что мы должны стать международными тренерами, мы перевели их пособия на российский педагогический язык. Потому что у них были понятия обучающей структуры, то, чего нет в нашем профессиональном языке, правильно, двигатели культуры и так далее. И пришлось адаптировать их книги, и переводом занялась наша методическая команда. Каждый учитель получил книги. Каждый. Каждая школа получила наглядность, каждая школа получила презентации. И вот 3 года мы обучали свои школы по всей республике. И поэтому мониторинг коммуникативных компетенций у нас шел во время занятий. Они выполняли задания, они записывали, и вот их эти письменные работы становились для нас диагностической работой.
Уровень сформированности информационных компетенций. Это Институт развития образования, который проводил комплексные исследования. Уровень сформированности проектировочных компетенций. Это был анализ индивидуальных проектов педагогов и управленческих команд. С 2007 года у нас проводится 8-й городской конкурс инновационных программ, проектов и разработок. И вот за эти годы уже 800 проектов участвовали. Далее мы их выдвигаем на республиканский конкурс 50 инновационных идей, и каждый год у нас есть победитель, где уже денежное вознаграждение. Уровень сформированности инновационной культуры управленческих команд. У нас проводится 2 раза в год собеседование совместно с управлением образования, когда идет защита каждого этапа инновационного проекта, заявленного школами. У нас информационные карты, и по мере реализации инновационных проектов возникают приказы о закрытии инновационной площадки, либо открытии новых. Ежегодно в мае мы собираем заявки, и в августе публикуем уже приказ. И, наконец, владение технологиями обучения на основе методического коучинга, потому что мы выходили во все школы на коучинг со схемами анализа, которые дали сингапурцы. И вот у нас сегодня так. Технологии сотрудничества 60% педагогов овладели, технологии развития критического мышления 30% педагогов, технологии развития креативного мышления 20% и технологии коммуникативной компетенции свыше 60% педагогов. Итак, это Big Data, на основе которой мы теперь берем школу профессионального развития. Я вам схематично только представила, хотя она сейчас гораздо уже более разветвленная. Смотрите, мы обучаем 54 команды образовательных учреждений, которые занимаются офисным проектированием. Офисное проектирование мы ведем по книге, может, вам это будет интересно. Есть 100 концепций управления изменениями. Для того, чтобы были не локальные какие-то инновации, а системное видение, вся управленческая команда, все блоки абсолютно модернизирует. Для чего? Для получения качества образовательной организации. Муниципальные тьюторы по инновационной работе мною были подготовлены за 3 года, и сейчас в каждом муниципальном районе у нас работает муниципальный тьютор. Для чего? Дело в том, что у нас в городских методобведениях с 2018 года начиная руководителями ГУМО работают методисты. Я написала несколько печатных тетрадей. Одна печатная тетрадь. Идея называется «Как разработать инновационный проект». Вторая печатная тетрадь «Современный урок». Третья печатная тетрадь «Внеурочная деятельность». Сейчас 4-я печатная тетрадь «Аналитическая деятельность управленческой команды». Как анализировать урок по обновленным ГОС на основе рабочей программы воспитания и функциональной грамотности. Все эти книги размножены на все городские методобведения, 14, огромное количество городских методобведений. Каждый методист обучает на основе практических этих тетрадей, то есть пишут, обговаривают, на основе этих международных практик. Они коммуницируют, они сотрудничают, развивают критическое мышление и выдают коммуникативный, то есть креативный продукт. Вот эта работа нам дала очень большой эффект в том смысле, что обучались ведь все руководители районных методобведений, обучались все тьюторы. Тьюторы на местах обучают 100% всех заучек в каждом районе. И получается вот такая каскадная модель. Да? Вверх планку задала, а дальше идут и добиваемся 100% обучения всех педагогических работников. Вот мы 3 года работали в таком режиме. Городские методические объединения 420 человек, которые проходят обучение на базе нашего информационно-методического отдела. Школа молодого учителя 250 педагогов. Вот школа молодого педагога с этого года существует в 2 форматах. Первый формат, который ведет управление образованием, это на команду образования. К ним приглашаются психологи, к ним приглашаются социологи. То есть, понятно, для объединений, да? Я веду стратегическую сессию, называется «Я профи». Каждые каникулы по 2 дня, по 3 часа погружения. Я на основе сингапурских техник, я в этом году веду вот такую программу на сертификацию молодых учителей на ознакомление с современными практиками. И второе направление, которое мы в этом году открыли,
педагогический синема-клаб на основе, это тоже новое в Российской Федерации, есть такая терминология, как кинопедагогика, она обычно в учреждениях образования ведется для ознакомления. Мы же сделали нарезки из 120 советских и зарубежных фильмов, которые касаются всех проблематики школьной, сделали нарезки, потому что форум молодых учителей показал огромные проблемы, они не знают, как мотивировать детей к учебной деятельности. И вот мы открыли этот педагогический синема-клаб, где на основе фрагментов, обучаемых разрешать проблемную ситуацию, у нас разработана рабочая тетрадь и чек-листы. А как должно быть? Вот эту работу мы за лето тоже провели, в отпуске я еще не была. То есть это вот у нас школа молодых учителей, с которой мы вот так работаем. Работаем первый день перед каникулами и первый день каникул. И вот так у нас идет сессия осенняя, сессия зимняя, сессия весенняя. И летом мы завершаем. Идем дальше. Конкурс смотр управленческих педагогических лабораторий. Это тоже была инициатива наша. Для чего? Чтобы единые требования к педагогической лаборатории учителя были. Смотр кабинетов не так, стены красивые, тут надо сделать ремонт, тут должна быть чистота, тут учебники аккуратно стоят. Нет. В зависимости от методической темы учителя и управленца разрабатывается по критериям лаборатории. Она на компьютере. И мы провели смотр 154 лабораторий, учителей и всех замдиректоров. Последний осталось сейчас директоров. Идем дальше. Менторский час. Это понятие, которое ввели мы в 2018 году. Школы обученные и которые показали, например, офисное проектирование. По каким направлениям? Инженерные направления. Мы провели несколько, значит, какие модели мы опробировали. Апкар, Спенсеров, McKinsey System S, Айсберг и так далее. И эти школы у нас стали менторами. И последние пятницы каждого месяца 2 часа они на телефоне, на консультациях. Как нужно делать? Потому что нам, мне, который ведет сеть офисные, просто некогда этим заниматься, да? Вот менторским часом. Сейчас у нас 3 школы, которые являются менторами в области внедрения функциональной грамотности. Потому что с апреля месяца, вот позавчера закончила посещение уроков, 47 уроков посетила в опорных школах. Все полностью по той схеме, которую мы работали с федеральными экспертами. Консалтинговые центры, 20 центров в городе Казани для обучения учителей школ-аутсайдеров. Мы берем рейтинг по экзамену. Русский язык, который я курирую, да? Русский математика по всем предметам. Составляем список учителей, которые в этом году будут в этой школе выпускать 9-11 класс. У нас есть школы, которые дают высокие результаты. Мы даем списочный состав в эти школы. Эти школы разрабатывают модульные программы. С 1 октября по конец апреля они ведут обучение этих учителей по тем блокам, которые в ТИМах. Потому что когда мы посмотрели первый диагноз, получилось, то, что не смогли делать дети, то же самое западающая зона была у учителей. И в конце, в апреле, они у нас дают диагностическую работу, ЕГЭ, любой вариант. И мы так работаем школами аутсайдеров на обучение учителей, которые дали низкие результаты. Коуч-сет. Мы методической командой, сначала я выходила со своим сектором, 6 методистов, приходим в школу, которая имеет проблемы, и по рейтингу, и мы знаем по методам анкетирования, наблюдения и так далее. Да? Мы выходим, работаем с директорами, я, с завучами методисты, с руководителем школьных метод объединений, помогаем с документами, помогаем с какими-то активными формами. Это коучинг, который дает очень большой аналитический материал. И помощь непосредственно на рабочих местах. Когда вызываешь, это совещание, правильно? И каждый боится, что о нем что-то скажет. А на рабочем месте все можно это решить. Далее, педагогические игры. Это наше ноу-хау. Мы проводим ежегодно педагогические игры. Машина времени 8 ноября, учителя истории, Олимпия, учителя гуманитарного цикла, Вектор успеха, учителя математики, Магелланы 21 века, учителя географии. У нас команды. Они дружат между собой. Участвуют 4 муниципальные команды. Готовятся сценарии, готовятся вопросы по предметным компетенциям
на сотрудничество, на коммуникацию, на культурологические компетенции. Мы для них по всему городу ищем бесплатные билеты в театр наградить. Мы их награждаем книгами, потому что мы дружим с издательствами «Регион», «Русское слово» и т.д. и т.п. И эти команды – это наш резерв. Они в командах через игровую ситуацию, как они мне сказали, проходят большую школу. И им очень легко участвовать в конкурсе «Учитель года». Потому что теперь дебют тоже я веду. И сразу уже видно этих детей, которые и стрессоустойчивые, и могут мгновенно выйти из сложной ситуации. То есть это какая-то тоже школа обучения. Проектные студии. Проектные студии, в частности, в этом году проектная студия у меня работала. Первая проектная студия – это методисты, федеральные эксперты. Вот по выпуску этого пособия для директоров школ, аналитическая деятельность, управленческая команда в условиях обновленных курсов. Мы дали с 1 класса, с начальной школы до среднего звена, дали все виды функциональной грамотности со всеми разработками, образцами уроков и схема анализа. Далее, вторая книга – это тренажер урока русского языка в 5 классе со всеми новыми текстами по рабочим программам воспитания и со всеми заданиями по читательской грамотности для учителей по всем программным темам. В связи с тем, что по истории, по обществознанию появилось много новых тем в программах, а учебников нет, мы разработали пособие для учителей истории. Читаем, познаем, размышляем со всеми заданиями читательской грамотности, с новыми дидактическими материалами. И для учителей обществознания учимся для жизни с 6 по 9 класс. Вот 3 пособия для учителя. Они все у нас в PDF-формате, расположены, вы можете их взять. На Казанском образовательном портале, поисковое слово «Казанский образовательный портал». С левой стороны августовская конференция, методические материалы. В PDF-формате все эти книги размещены, кроме аналитической деятельности управленческой команды. Мы ежегодно директорам школ даем по 13 методических пособий. Это наша методическая служба. Но сейчас много в электронном виде, в связи с бумагой и так далее. Поэтому напечатали только 200 экземпляров аналитической деятельности. Ну и конкурс вдохновения, в котором участвуют учителя русского и татарского языков. Это творческий конкурс на поэзию, публицистику, прозу. И они ждут ежегодно этого конкурса. И я читаю только стихи на татарском языке. Столько много учителей татар, которые пишут стихи. Ну вот, видимо, это татарман называется, да? Дальше это. Ну вот, вы спросите, как же вот обучать взрослых-то? Ну вот есть такая методика, единственная, написана она была в ГДР в советское время, и наш один из директоров был на обучении в ГДР. Вот я в результате оттуда взяла ту давнюю советскую изданную книгу. Вот посмотрите. Когда вы работаете со взрослыми, вы должны провести установочный семинар, который убедит учителей в том, что нам надо обучаться. Он не может быть сухим. И так начинается теоретический вопрос. Не может быть таким. Я скажу, дорогие коллеги, я доверяю вам. Я хочу, чтобы мы поднялись в городе на самое высокое место. Чтобы к нам все хотели идти в школу работать. Чтобы наша творческая атмосфера заразила всех. И когда они уходят, говорят, мы хотим ваших космических полетов. Нужен установочный семинар, который убедит, что сейчас то, что я начну делать с вами, нам очень важно. Это начальная коммуникация. Второе. Организация пространства. Это не будет классной комнаты, где один за другим. Это может быть круг образованный. Это может быть как-то такой елочкой поставлены групповые, как нас учили сингапурцы, что ствол – это я, а отсюда идут мои руки, это лапы елки. И вот столы должны стоять так. Почему? Спиной человек не может сидеть в презентации. Он видит либо правым боком, либо видит левым боком, либо он смотрит вперед. Я организую пространство и очень четко я говорю, сколько времени мы будем работать и сколько раз будем работать в неделю, в месяц. И учитель точно должен знать. Если вы сказали, что 1,5 часа, значит это будет 1,5 часа. Потому что тайм-менеджмент никто не отменял. Да? Это ваша культура. Мы вводим в форму занятия высоких желаний. Мы говорим, мы будем давать теоретический минимум. Он будет как навигатор, как шаталовские блоки, да? А дальше на практике мы будем обучать каждого из вас.
И вы уйдете, поняв АКЦ тоже, все могу. Ситуация успеха. Далее идет. Трансляция информации доступна эмоционально, а не с какими-то сложными словами, которые учитель не может выговорить. Это потом придет. Дальше. А мы осмысляем обязательно и закрепляем, то есть проводим консультационные часы. Это индивидуально. Человек иногда стесняется при всех сказать. Значит, мы вводим обязательно консультационный час в расписании заместителя директора или тьютера. Контроль обязательно, поэтапный контроль после каждого. Вот я обучила, как делать содержательный анализ урока по обновленным ГОСТ. Я должна провести мониторинг. Дальше идет методический контент урока, я должна опять сделать мониторинг. И тогда получается дорожная карта усвоения нового материала педагогическим коллективом. Ну и рефлексия. Как правило, взрослые люди хотят учиться, если они видят необходимость в этом обучении. Его результаты для улучшения своей деятельности. И в этом случае мы используем технику 3-2-1. Этому нас обучили сингапурцы. Итак, какие 3 момента сегодня мы усвоили? Какие 2 я смогу использовать в своей работе? И какой вопрос у меня остается? И на выходе из той комнаты, где учителя учатся, парковка, лист ватмана. Напиши туда тот вопрос, который у тебя остался, и ты не смог задать. Или что тебе не понятно. Для чего это? Я эту информацию обрабатываю, и следующее занятие начинаю с ответа на поставленный вопрос. Понятно? Вот такая система обучения взрослых. Ну и вот какие проекты у нас в нашей методической службе реализуются. Казанская инженерная школа, которая объединяет в себя 18 школ и 22 класса. Ментором становится директор и управляющая команда той школы, которая является у нас Казанской инженерной школой, опорной школой Министерства образования Республики Татарстан. Вариативная модель наставничества. Сегодня 51 руководитель школы может отчитаться о вариативности ментор-коуч, технолог, да, то есть, который у нас есть в школе. У нас проходят форумы наставников. Мы издали печатное пособие «Я наставник», где своим опытом делились как раз тьюторы, наставники. И на форуме мы провели 8 мастер-классов по обучению всех заместителей директоров организации наставничества. Офисное проектирование управления изменений на основе модели. Это очень интересная работа, но нам приходится готовить по 2,5 месяца каждую школу. К нам присоединились дошкольники. И наше ноу-хау, что сейчас управленческая команда дошкольников сидит в школе, а школьные управленцы сидят в садике. И вот вам преемственность, да? Мы видим воочию свои проблемы. Каждый год мы издаем обобщение их опыта. Офисное проектирование в 2 частях уже издано. И у нас все делегации, которые приезжают, в общем-то, с этим опытом знакомиться. Далее идем. Стартапы в обучении педагогов. Это была моя программа, с которой я выступила на всероссийском конкурсе школы лаборатории инноваций. И впервые наше управление получило грант как лаборатория инноваций. И стартапы – это 3 печатные тетради, на основе которых мы обучаем наших педагогов по той программе, которую мы написали с методистом по дошкольному образованию. Культурный город, грамотный город. Вот это очень интересный культурологический проект, где делаются исследовательские проекты учащимися. Они объезжают весь город, они находят ошибки в рекламах, они находят ошибки в объявлениях в автобусах. И дальше выдают рекомендации департаменту транспорта, как культурно, грамотно должен говорить город. Литературные дворики у нас 19 октября каждый год в рамках национальной программы поддержки и развития чтения в каждой школе, в каждом детском садике проходят акции «Литературные дворики» в виде осеннего блюза, книжного бульвара, в котором принимают участие от директора до родителей и детей по писателям-юбилярам. Далее, конкурс «Вдохновения» я сказала, педагогических рассказала. И вот очень интересный метапроект – это «Дорогая моя столица», где участвуют команды педагогов, до 16 команд педагогических и где-то до 68 команд ученических. Это каждый год, который объявляется у нас годом, например, родного языка, сохранения традиций, там, например, литературы и так далее. Команды выполняют задания на каждой станции, знакомятся со всеми достопримечательностями города, и вот эти команды потом награждаются у нас
призами. Ну и два мегапроекта, которые я открыла, это «Возрождение». Это возрождение творчества Хади Такташа. Идет межрегиональная научно-практическая конференция 27-й гимназии. И второй – это «Истоки», международная конференция «Айтматовские чтения». Чингиз Айтматов. У нас идет видеосвязь и участие с Бишкеком и с родственниками Чингиза Айтматова. И в декабре месяце приглашаем вас принимать участие в этой международной научно-практической конференции. Там мы на базе каждой НПК открыли педагогические секции. У нас учителя тоже участвуют. А в феврале межрегиональная конференция имени Атласи. Это как раз по традициям и обычаям народов России. То есть в чем можно принимать участие. Это вот такие. Ну и вот я хочу показать вам 12 групп, как мы дифференцируем в вестях педагогических работников в городе Казани, заместители директоров школ по воспитательной работе, заместители директоров по методической работе, которые занимались инновацией, вновь назначенных замдиректоров, сегодня уже 97, которых я второй год веду, да? Это заместители директоров по учреждениям доп. Образования. 17 ГМО, я почему говорю здесь, сейчас у нас 14 осталось, потому что мы интегрировали некоторые предметы, а сейчас 17 ГМО учителей-предметников, группа старших воспитателей, 59 пилотных площадок, это учителя русского, татарского языка и библиотекари, которые участвуют в реализации национальной программы поддержки развития чтения. И мы издали пособие «Культурологический подход к подготовке преподавания русского и татарского языка с новым текстовым наполнением с 5 по 9 класс. Вот вместе с такой группой проектной студии работали, издали. Ну вот школа молодого учителя, школа методиста 54, которую я вела, мастерская руководителя, здесь 100% школ охвачены, экспертная группа по аттестации, группа «Успешный директор», методические маршруты и так далее, и так далее. Это наша работа. Ну и вот проект «Вариативная модель наставничества». Я это пропущу, хочу только вам показать вот что. Сейчас, минуточку. Это новый подход. Вот смотрите, я методист, выхожу по заявке директора на обучение на рабочем месте. Я обучаю управленческую команду, директор плюс 3 завуча, директор 3 завуча психолог, директор 3 завуча руководитель ШМО. Я обучаю, чему я обучала? Конструированию уроков по таксономии Бенджамина Блума. Потому что она практически давала те 6 уровней, которые сегодня говорится в функциональной грамотности. Обучаю. В следующей неделе даю консультацию. В следующую неделю вместе с ними конструирую уроки с директором и завучем, которые они сами покажут коллективу. Чувствуете психологическое какое? Директор сам показывает уроки с завучем. Обычно же у нас снизу идут, да? Ваня, Петя, Маша, которые будете давать уроки. Далее к ним на уроки приглашаем желающих. Экспертом я. Я не могу при всем коллективе сказать, это получилось, это не получилось. Там, где плюсы, я отмечаю. Но я себе ставлю, кто из них может стать наставником. Кто все понял, что я говорила. Обычно из этой группы, из 5 человек, предположим, 2 выбирается. 3 остаются на консультации моей в онлайн-режиме. Сейчас 2 выбраны, плюс еще я. Мы берем себе по 10 человек. 30 из коллектива. Я уже 5 обучила. 30 взяли. Идет по той же самой схеме. Теоретический минимум, консультация, конструирование урока, показ. Из 30 человек мы выбрали еще 5 человек, которые все понимают, все получают и могут других обучить. Вот здесь директор школы издает локальный акт о модернизации методического сервиса на основе технологии наставничества. И приказ, кто из учителей становится наставником. За 3 месяца мы переобучиваем весь 100% весь педагогический коллектив. Потом берем 2-й модуль, например, открытые задачи. Дальше функциональная грамотность.
И каждые 3 месяца вот таким образом. Но, конечно, должен быть играющий тренер. Я вам показываю свою работу. Вот, в результате 100% переобучение всего педагогического коллектива за 3 месяца. За год можно 3 месяца, 3 месяца, 3 месяца, 6. Взять новые модули и переобучить весь педагогический коллектив. Это сложная работа, потому что ты все время в школе. Но, тем не менее, вот эта дорожная карта, с которой я уже выступала на России. Итак, у нас, смотрите, обучение на рабочих местах технологиям наставничества, 22 образовательных учреждений и 15 ДОУ. Внедрение кураторских методик в систему работы замдиректора инновационных школ. И плюс сейчас кураторство введено в 13 опорных школ, которые приказом министерства определены для развития функциональной грамотности. Кураторы входят в управленческую команду. Им делегировано полномочия также посещать уроки и анализировать, и выстраивать работу с педагогическим коллективом. То есть у нас управленческая лаборатория, если в штатном 3 человека, вот за счет такой работы у нас управленческая лаборатория расширяется. Вы знаете, учиться как ребенок. Ну, назови ты его директор туристической фирмы «Вояж», потому что он своим классом ездит все время на экскурсии. Но он уже будет мнить себя, что он директор туристической фирмы. Понимаете, мы же не можем всех заучивать, правильно? Но вот этот игровой момент, геймификация, она играет очень важную роль в работе директора школы. Идем дальше. Ну, разработка и внедрение офисных проектов, методический коучинг по нормативно-правовой базе и питчинг инновационных проектов. Что такое питчинг? Мы снимаем видеоролики по тому, как идет реализация проекта, как директор начинает работу с командой. На этих фильмах очень интересно. Вот директор стоит с лопатой и говорит, вот вам лопата, пока не сделаете проект, не вернетесь на свои рабочие места. Мы провели питчинг и засняли 51 фильм о работе управленческой команды. Это все смотрели в большом зале, все видели, это шла диссеминация опыта, как может работать директор. Ну и вот модель наставничества. Посмотрите, новые слова. Адвайзер и фасилитатор. У нас профсоюзные деятели чаще всего чем занимаются? Организацией стола для проведения праздника. А профсоюзный деятель должен заниматься чем? Вот молодой учитель пришел, он не знает, как подойти к директору. Когда у директора прическа бабетта, у него одно настроение, когда волосы пучок сзади, другое. А, улыбаетесь, значит, поняли все. Товарищ Николай, я вас приветствую. Но поскольку вы в белой рубашке, и поскольку вы в белой рубашке, и все время в жилетке, по всей видимости, вы всегда очень позитивно настроены. Браво, поаплодируем вашу дорогу. Ну, я же по их глазам вижу. Я же тоже коуч, понимаете? Дальше. Бывает директор, который ходит все время в темном. Бывает директор, который по понедельникам приходит всегда мрачный. Все понятно. А молодой учитель глаза таращит, как наш молодой специалист говорит, я пойду к начальнику управления образования, денег надо попросить, чтобы учителям английского было интереснее работать. Она не понимает, что этого делать нельзя. Для этого нужен адвайзер, который сам начал с порога. Понимаете? Мы так рады тебя встретить в нашем коллективе. Не бойся, я тебе буду помогать. И каждый его шаг, как ребенка, мы берем за руки, да? Сюда можно ходить, сюда нельзя. Здесь остановись, а здесь давай помогу тебе. Как здесь надо? Адвайзер, сопровождающий. А фасилитатор – это помощник. Вот, например, вы проводите, сейчас у нас каникулы, все школьные методы объединения сидят на обучении 2 дня. Как раз функциональной грамотности. Есть завуч, который ведет это занятие, разъясняет, а есть его помощник, фасилитатор. Например, который подготовил сплошные и несплошные тексты, чтобы разобрались. Подготовил, например, дидактический материал на преобразование материала из одной знаковой системы в другую. Это фасилитатор. И вот сегодня модель наставничества, которая у нас в городе Казани отработана, она вот по таким идет модель. Наставник, который знает, он лидирует, учит. Это человек, который не устает учить людей своей командой тому, что умеет сам, и с полной отдачей учится тому, чего пока сам не знает. Ну и вот апробация модели наставничества, посмотрите. Вот они, кто тьюторы, вот кто ими
кто с правой стороны, что сделано и сколько сделано. И вот обучение, коучинг по 3 программам, о которых я вам говорила, это технологии внедрения. Вот она, огромная программа, национальная программа поддержки развития чтения, как бы нашло, через программу смыслового чтения, через таксономию Блума, вот наши книги, которые опубликованы, и сегодня функциональная грамотность, которые я веду чат на телеграм-канале для всех руководителей опорных школ. На сайте, на Казанском образовательном портале веду рубрику «Инновации. Отдельный вклад опорной школы». Ну и на его в очном формате обучаю школы структурированию урока на основе функциональной грамотности и рабочей программы воспитания. Вот сегодня так выстроена работа, мотивация учителя, профессиональная его компетенция и профессиональная компетентность через его проект. А вот эта технологическая карта моя. Она может быть технологической картой любого заместителя директора. Что я делаю на уроке? Какова цель моего пребывания? Что я делаю? Когда я делаю? Как я делаю? И какой провожу мониторинг. Это логика работы любого замдиректора и директора школы. Вот так работают все наши методисты. Мы все разработали такие технологические карты. Верьте в себя, верьте в свои способности. Вы ничего серьезного не добьетесь в жизни без скромной, но обоснованной веры в себя. Здравствуйте, пожалуйста. Наш, за весь город не можем ответить, за все, локально, даже на Октябрь безважно, я понял. Вот как нашу команду также вот обучить. Я понимаю, вот сингапурская система, давно мы... Девочка по вызову. Я себя называю девочкой по вызову. Bilasizmi, mana meni Rostov-na-Don degan departament shaharda, men Sochida 4 kinolar bilan ishladim men. Cheboksarning Ufaning departamenti bilan ham metodistlar bilan 3 kun avtorskiy kurs o'tkazdim, Zoomda o'tkazdim men. Manda 4 soat. Cheboksarda o'tkazdim, Sochida o'tkazdim, Peterburgda o'qitdim men. То есть вот Самара, Bulmadım sorular, bilasizmi? Astrахань tatarlaridagi sirag'ani kelolmadim. No mana pandemiya bitmayapti. Chaqirsangiz kelasiz. Qachon kela olasiz? Rasmiy ravishda. Mana hozir men уволилась. Превращат в пенсию. Девятый сделаем. Известный история. Ну, o'ylamak kerak, mumkin bitta vaqtlarda, maqtada mumkin, parasini можно. Устроить? Пожалуйста, да. Пожалуйста, сразу презентацию нам не себя колдровала, пожалуйста. Единственное, вторую часть межчастного уберите, хорошо? Это другой материал. Пожалуйста, пора технологического окна не дадам, пожалуйста. Так, танцралар. Конечно, мы за глобальный опыт, новое, синтез такой. Поэтому в Казани такие результаты. Но считается, что как бы третий регион, понятно, Москва, Петербург, Казань. Казань, то есть можно сказать, Казань первый? Ну, представьте, городской центр одаренных, республиканский центр одаренных, профильные лагеря. Там много вкладывается, и мэром, и президентом много вкладывается. Моя задача была показать просто, как методическая служба работает, потому что мы должны быть на местах. Но это важно, это же база. Да, это база. Поэтому я айтам бит шатна 47 дәрес o'zim o'qitib, direktorlarimiz o'shani o'zim yanında o'qitib, ko'rsatib, nechik bo'lirga tegish, o'qituvchilar bilan siylashib, ну там же надо анализировать и математику, русский, я сама там учитель русского языка, да, но все равно это дидактика, это другая дидактика сейчас. Все, Бексур Ахмед, сразу я заняла твое время, да? Приезжай ко мне с приветом.